Друзья, приветствую вас на своем канале. Очень сильно я ударился в какую-то общественно-политическую тему. Уже очень много у меня вышло по этому поводу видео. В принципе, я думаю, что почти все, что я хотел сказать, я сказал. И сегодня хочу поговорить о такой теме, как наша культура, да. Недавно я смотрел сторис одной женщины. Она показывала картинки, книжки детские, да, они на русском языке. То есть они переехали в США и хотят сейчас обучать маленьких детей читать и так далее, все. И у них почему-то я заметил, что книжки на русском языке. То есть, я ей написал, мы с ней это обсудили. Что я хочу сказать? Те граждане, которые уехали из страны, вы уже не должны обучать детей русскому языку. Все, нам надо уже от этого отходить. То есть, я считаю, как для бурята должно быть, то есть знать, естественно, свой бурятский диалект, потом халхасский, да, который в Монголии используется, а затем английский язык, естественно, и еще, да, какие-то там языки, которые вам нужны, корейский, может быть. То есть все, мы должны из вот этой вот матрицы русского мира постепенно выходить. Я понимаю, что это будет трудно. К сожалению, многие думают до сих пор на русском языке. Я тоже, наверное, в основном. Но все-таки здесь хочешь не хочешь, ты с монголами на русском точно не будешь говорить. Поэтому все равно мышление начинается потихоньку уже больше такое на родном языке. И вот о чем я хочу поговорить. Это очень важно. То есть детей надо обучать именно в первую очередь на своем языке. И там внутри этих сообществ, да, в США, вам надо все же пытаться объединяться. Я понимаю, что это сложно, наверное, да, то есть у всех своя работа и так далее, но надо над собой сделать все-таки усилия, ходить и общаться с людьми. Да, многие там занимаются своей жизнью и так далее, но все-таки надо как-то, какие-то люди должны быть, организаторы. Не только такое какое-то мероприятие рядовое, да, а вообще так в целом, может быть, там беседу создать в WhatsApp или еще что-то. Потому что это все равно важно. Вы уехали туда, но не должны растворяться все-таки. Я понимаю, что это тяжело, не до всех, наверное, дойдет, но тем не менее, я понимаю, вы станете частью американского общества, да, но по-хорошему лучше бы, чтобы потом наши люди все-таки вернулись на свою родину, когда все это кончится, весь этот дурдом, и начинали строить уже новую Бурятию, да, так скажем. Потому что, нас и так мало, да, еще все разъезжаются, это вообще печально. И, наверное, для таких детей нужно находить учителей бурятского языка, чтобы обучали, какие-то методические пособия делать, объединяться с монгольской, да, диаспорой, потому что они, я считаю, держатся монолитнее, они все равно свой язык не забывают, и у них все равно такое сидит, что они вернутся потом сюда, на родину, Монголию. Поэтому все-таки надо с ними контакты налаживать. Я понимаю языковой барьер, да, но, может быть, там как-то на английском общаться или еще как-то. Все-таки потихоньку учить халхасский диалект, потому что, вообще это важно, короче. Ты становишься с халхасским диалектом, да, частью вообще большого такого монгольского мира. И вообще, если мы берем монгольский мир, на самом деле Монголия для нас это просто самый главный вообще центр притяжения, потому что у них самое главное есть независимость. У них мышление все равно другое. Здесь с детства смотришь мультики, там фильмы, все на своем языке. Друзья, это сложно передать, но у монголов, я считаю, другое мировоззрение, чем у нас. То есть я не говорю, что это все невозможно, да, там нам никогда влиться в этот монгольский мир, но надо просто пожить, наверное, да, трудно будет, тем более уже в зрелом возрасте, но это все равно надо делать, потому что, мы, по сути, один народ, и вот до смешного дошло, что вот там сколько, 70 лет, да, это советской власти, плюс еще 30, 100 лет, да, и мы как будто бы другие народы
Это, конечно, это вообще бред полный. И вот, к сожалению, есть такие комментаторы, я не знаю, тролль он или кто, типа этого Бобби Фишера или как ли, Билли Фишера, который почему-то негативные комментарии пишет. Ну ладно, не будем на это отвлекаться. В общем, что я хочу сказать. Сейчас такое время пришло, когда, если ты выехал за границу, тебе надо проявлять инициативу. Не надо, как сказать, быть такими же разрозненными, какие мы в России, да. То есть надо тянуться друг к другу. Я понимаю, что это тяжело. Мы там привыкли на основе просто каких-то праздников, да, там погулять, там, не знаю, выпить, да, вот это все. Но надо менять свое мировоззрение, особенно молодым, да, там 20-30 лет, которые есть, ребята. Просто, ну, сделать реально над собой усилие и пытаться как-то там объединяться. Ни в коем случае друг друга там не обманывать или еще что-то, потому что это вообще последнее дело своего же земляка, своего же, тем более бурята, там как-то обманывать, но это вообще никуда не годится. Я понимаю, что есть люди разные, кто-то выбрал такой путь, да, но это хреновый путь, все равно потом карма вас накажет так или иначе. И, конечно же, объединяться с монгольской диаспорой, потому что, ну, во-первых, мы все равно один народ, и у них, я думаю, она более развита, в принципе, потому что они все равно своим языком владеют, и их все-таки больше, да. То есть, видите, основная причина, основная проблема в Америке какая? Там никто же вам никакую не даст автономию, то есть, ну, слишком мало, и как бы исторически вообще никакого там нет аспекта, чтобы бурятам, да, которые вообще на другом континенте живут, давать и монголам давать какую-то автономию. Мы там никакие не коренные жители. Поэтому наша родина все равно, она будет только в Бурятии, только в Монголии всегда. То есть нам, по идее, надо за эту землю все равно бороться и просто осознать, что мы никакая мы не часть России, никакая не часть русских, да, мы это все уже поняли. Мы вот часть монгольского мира и должны к нему всегда тянуться. И любить так же, как и Бурятию, и Монголию, потому что она независимая, потому что это центр притяжения, ну, потому что это все равно будущее наше, я так считаю, такое мое мнение. Потому что, смотрите, вот пришла беда, да, это война, и вот нас бросили туда, бурят, в топку, просто умирать. Это вот мы увидели, да, лицо русского мира. Я не говорю, что все русские такие, да, я говорю про это явление, да, которое назвали сейчас русским миром. То есть против самих русских я не говорю, потому что много адекватных людей, нормальных, но есть и зомбированные, и вообще нам вот такой вот нельзя, как сказать, разжигать межнациональную рознь. Но сейчас нам ради выживания надо думать о себе, бурятам, и понять, кто наш брат на самом деле, причем кровный, а кто просто нас когда-то захватил. Такие дела. Ладно, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Все, до встречи.